Директор Ассоциации инвасодействия, политический и общественный деятель Алхас Тхагушев презентовал новое общественное движение «Псытбарада» – «Ноль смертей на дорогах». В инициативную группу вошли архитекторы, урбанисты, инженеры, строители и представители других профессий, не безразличные к ухудшающейся ситуации на дорогах. Давно уже работаем, но сейчас решили выйти, что называется, на свет Божий, потому что дальше смотреть на то, что происходит, невозможно. Вы видите сводки новостей, просто не хочется иной раз в эту ленту заглядывать, потому что череда этих нескончаемых ДТП, смертей. Почему вас сегодня позвали? Планов много. То есть не для того, чтобы рассказать вам, как все плохо. То есть как все плохо, мы и сами понимаем это. А для того, чтобы рассказать, что мы изучили, какие у нас уже наработки есть, какой опыт есть, чтобы поделиться с вами и рассказать, что действительно мы считаем, что можно ситуацию изменить к лучшему. Члены общественного движения хотят внедрить в Абхазии элементы Vision Zero – международной программы по повышению безопасности и снижению смертности на дорогах, впервые принятой в Швеции в 1997 году. В основе программы Vision Zero лежат два этических принципа. Первый тезис – 0 – это единственно допустимое число. 0 – это цель программы, 0 пострадавших на дорогах, 0 тяжело раненых в ДТП. Второй тезис. Ошибка не должна стоить жизни. Как на практике этот тезис реализуется в концепции Vision Zero? Мы проектируем дороги таким образом, чтобы они позволяли человеку ошибиться, но не приводили к смертельному исходу. Например, это безопасные обочины, это приподнятые островки безопасности, это физические разделительные барьеры, там, где это необходимо. Город должен быть безопасным и комфортным в первую очередь для пешеходов. Это еще один важнейший тезис, на котором строится система Vision Zero. Безопасность, она важнее скорости и удобства, и приоритетом планирования дорог, установки скоростного режима и организации движения является сохранение жизни, а не сокращение времени пути, потому что город и вся его инфраструктура, она должна быть удобна для большинства граждан нашей страны, для большинства жителей наших городов. То есть водитель – это не большинство, большинство – это пешеходы. Важна также ответственность на системе, а не только на человеке. За безопасность отвечают не только водители и пешеходы, но и проектировщики дорог, чиновники и автопроизводители. Еще один важный пункт программы – снижение скорости автотранспорта, потому что именно скорость определяет тяжесть последствий после ДТП. Современные исследования уже показывают, что при скорости движения автотранспорта 30 км в час вероятность гибели пешехода при наезде на него составляет 10%. При скорости при 50 км в час уже эта цифра возрастает до 80%, а при 60 км в час шансов выжить практически нет. И казалось бы, между 30 и 50 километрами в час такая незначительная разница, но именно эти доли секунды в пути, но именно они могут стоить чьей-то жизни. Так что, и как отметили выше мои коллеги, что это какие-то уже апробированные практики. Есть примеры из Осло, Хельсинки, где в жилых районах которых была установлена максимально допустимая скорость движения 30 км в час, и это позволило им снизить смертельные исходы в ДТП практически до нуля. Это к тому, что на самом деле это не просто пустые слова, какие-то мечты и грезы, а реально достижимые цели. Члены инициативной группы являются соавторами пилотного проекта, реализованного на перекрестке у 10-й школы. Антикарманы и островки безопасности – это эффективные инструменты снижения количества аварий. Мы совместно с городским управлением придумали, временную схему движения на этом перекрестке вышеуказанном, и получилось. Если обратите внимание, там автомобили стоят ровно, движение успокоилось, и этот перекресток можно переходить. Я сам был свидетелем того, что на этом перекрестке в течение недели 3-4 раза автомобили сталкивались. Сейчас таких проблем там нет. Это реально достижимая
простое в реализации средства обезопасить город. Участники инициативной группы понимают, что только в сотрудничестве с государственными и муниципальными органами власти смогут реализовать свои идеи и предложения. Мы в хорошем взаимодействии таком рабочем с городской администрацией. Новая городская администрация, глава администрации и, значит, другие представители полностью разделяют наши опасения. Мы вместе в одной упряжке, и у нас как бы постоянно происходит обмен информацией, мы вместе думаем о том, как изменить ситуацию к лучшему. Что касается республиканского уровня, мы тоже пойдем и будем говорить. Вот с министром транспорта у нас на следующей неделе будет встреча, но мы будем обсуждать эту тему. Дальше там нам нужно будет пообщаться и с премьер-министром, с президентом. В парламенте у нас есть предварительная договоренность, что мы тоже придем и будем там делать презентацию в общественной палате. То есть у нас много всяких разных планов. Первая пресс-конференция движения Псытбарада – это презентация команды и заявление о намерениях. Дальше участники группы планируют разрабатывать и презентовать более конкретные инициативы, например, предложения по реформированию системы общественного транспорта или создание онлайн-карты ДТП, куда каждый гражданин сможет вносить информацию о происшествиях. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Евгений Сильченко, Абаза ТВ.